Люди, которые видели и горящие дома, и леса, задыхались от дыма, спасая человеческие жизни. Нет, это не участники военных действий. Все эти люди когда-то связали свою жизнь с одной из самых опасных профессий – пожарного. В России служба пожарной охраны появилась целых 368 лет назад. За эти годы структура совершенствовалась и менялась. Нынешним спасателям на тушение пожара требуются только считанные минуты. Забота о ветеранах – наш священный долг, и мы стараемся сделать все, чтобы ветераны были окружены заботой и вниманием. Эти люди передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам МЧС России, пожарным. Спасибо вам за этот пример труда, мужества и стойкости. Примите мои искренние поздравления, желаю вам крепкого здоровья. И завершая всем огнеборцам, желаю, чтобы в их нелегкой службе было как можно меньше черного едкого дыма, человеческих слез, больше радости и счастья, ну и, как Рашид говорит Беков, сухих рукавов. Мухажир Нальгиев большую часть жизни посвятил самоотверженному спасению других. Ветеран пожарной охраны признается, что если бы в годы своей службы знал, что в наше время будут такие возможности и техника, завидовал бы будущим поколениям пожарных. Пожарной техники асыр, техвооружений асыр. Сак условия асыр. Туда дулучхан личный состав Мешленш бисаж вогаш, шовар бисаж вогаш. Эшты халда дулден. Да чак ден. Поздравить спасателей приехал депутат Народного собрания Ингушетии Ахмед Катиев, который признался, что до одного случая, произошедшего в его жизни, никогда не задумывался о важности работы сотрудников пожарной охраны. Когда у меня случился пожар, мы там человек 20 старались потушить этот пожар, и у нас никак не получилось. Я уже тогда, в последний момент сообщил об этом матери, мы ее завели в соседний дом, ну и думаю, все. И когда только приехали пожарники, они всю эту проблему решили буквально за минуту. И помимо того, что они где-то и рискуют, они параллельно еще смотрели, чтобы где-то не навредить. Настолько с отдачей, настолько внимательно. Где-то, помимо спортсменов, у вас в команде, Руслан Николаевич, есть и психологи, кого-то успокаивали. В общем, они свою работу выполнили на 5. В числе основателей структуры в Ингушетии был и Шахмурза Беков, отец заместителя начальника первого отряда федеральной противопожарной службы Рашида Бекова. В маленьком здании старой ветеринарной клиники располагалось первое управление, которое обслуживало не только весь Назрановский район, но и горную часть республики. Наблюдая за работой отца и его сослуживцев, Рашиду Бекову не было сложно определиться с профессией. Я с детства бывал в пожарных частях, и с малых лет, с 5-6 лет я видел все это, как те пожарные, взрослые люди, как они смотрели за пожарной техникой, как они выезжали на пожар. Мне было это очень интересно, и я все время был там, в части, она недалеко от нас располагалась. Мне нравились пожарные машины. За все годы службы критических ситуаций, моментов отчаяния и боли потомственный пожарный жалеет лишь об одном. На вопрос, выбрал бы он другую профессию, Рашид отвечает с улыбкой. Профессия пожарного, она самая рискованная и самая опасная в мире. К числу с таким профессиям относится. И если бы была бы у меня возможность, я бы не после армии пошел бы, наверное, в пожарную охрану, после института, а пошел бы сразу после школы. Суровая профессия и тяжелые ситуации, конечно же, наложили свой отпечаток на этих людей. Но, несмотря ни на что, спасатели считают, что главное не терять человечности и не забывать о чувстве юмора. Начальник ГУВД города Магаз мне говорит, что вы вот написали у себя, мы первые приходим на помощь. Я говорю, ну а как мы должны написать? Нет, говорит, мы же первые всегда приходим. Я говорю, ну ты посмотри на диск телефона, там первый 01 стоит, поэтому мы первые приходим. А в завершении мероприятия наградили спасателей, которые отличились в службе добросовестным выполнением своих обязанностей. На их счету сотни спасенных жизней, сохраненных лесов, зданий и домов. Даже сегодня многие кресла здесь пустуют, а часть грамот лежит на столе отдельной стопкой. На них имена и фамилии людей, которые в свой профессиональный праздник все равно остаются на страже безопасности жителей республики. Мария Мистоева, Рамзан Миржоев, Новости 24.